В Абхазии сегодня подвели предварительные итоги второго тура президентских выборов. Побеждает Бадра Гунба. Адгур Ардзинба набирает 43%. Явка составила 70%. Бадру Гунбу уже поздравил Владимир Путин. В телеграмме российский лидер пожелал ему успехов и отметил, в Москве рассчитывают, что дружественные союзнические российско-абхазские отношения будут и дальше укрепляться на благо Алены Евтековой. У Абхазии новый президент. Итоги выборов объявлены на пресс-конференции ЦИК республики. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является... Подсчет голосов идет в присутствии наблюдателей всех политических сил. Председатель участковой комиссии достает по одному бюллетеню на нововведение второго тура. Гунба, Ардзинба. Против всех. Данная процедура увеличила время подсчета голосов, но сделала его максимально прозрачным и объективным. Благодарил народ Абхазии за поддержку. Этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей большой команде. А самое главное, это результат голосования народа Абхазии ради будущего нашей страны. Явка во втором туре по активности граждан республики превысила показатели первого тура, который проходил 2 недели назад. В этот раз 70% из тех, кто имеет право избирать, пришли на участки и сделали свой выбор. Это более 100 тысяч человек. В Москве проголосовало рекордное количество граждан Абхазии. Прошло более 3000 человек через наш участок. Чтобы вы понимали, таких цифр у нас при голосовании во все времена в Москве не было. Обстановка на выборном участке была абсолютно спокойная, доброжелательная. Никаких значимых нарушений, которые могли бы повлиять на результат, не было. Столько людей проявляют свой гражданский долг, и это радует, правда. Для нас это очень важно, потому что мы надеемся на то, что в Абхазии будет хорошая жизнь для таких детишек, как вот мой внучок, и для всех детей, что Абхазия будет процветать, люди будут жить счастливо. И все будет хорошо. В Абхазии будет мир. В самой Абхазии было открыто 152 участка в 35 округах. Предприниматели, студенты, домохозяйки, представители всех национальностей, проживающих в республике, проголосовать приходили целыми семьями. На участках было многолюдно до самого закрытия. Это наше будущее. Будущее Абхазии. Государством. Для Абхазии есть все возможности для этого. Поддерживать дружеские отношения с соседями, в первую очередь с Россией. На всех участках, помимо наблюдателей от кандидатов, за процессом голосования следили международные электоральные эксперты. 120 человек из более чем 30 стран. Они подтверждают, была обеспечена свобода волеизъявления граждан. Когда голосует такое количество людей, это действительно очень хорошо для демократии. Как, например, мы видим в Европе, в среднем там приходит от 31 до 35%. Это может указывать и на то, что люди, как правило, просто не верят в систему голосования, не доверяют тому, как проходят выборы. И поэтому такая высокая явка может быть Союза. Как надо голосовать? Наша мониторинговая миссия посетила более 35 участков. Мы также присутствовали при подсчете голосов. И мы можем с полной ответственностью заявить, выборы прошли без нарушений, без тех ситуаций, которые могли повлиять на результат голосования. По всем участкам выборы прошли с высоким уровнем подготовки, с высокой сознательностью избирателей и высокой активностью. Абхазия сделала свой выбор. Выбор в пользу позитивного развития, сохранения суверенитета и тесных контактов с Россией. Добрососедские отношения между нашими странами существуют уже много лет. Россия неизменно в позиции поддержки дружественного народа Абхазии. И эти связи не сиюминутные разовые акции. Об этом на неделе говорил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Практически все те планы, о которых мы сегодня совместно говорим, это планы долгосрочные, даже не среднесрочные, а долгосрочные. Такая работа партнерская, она может строиться только на уважении и на доверии. И доверие, и уважение бывают только взаимным. И оцениваются здесь, конечно, не слова, а дела. И вот это, мне кажется, очень важно. Все договоренности, которые были ранее достигнуты между Россией и Абхазией, сегодня выполняются.
Больше 2000 абхазских школьников обследовано нашими врачами за 2 недели с момента старта самой масштабной диспансеризации в истории республики. Несколько бригад принимают прямо в учебных заведениях. Диспансеризация добровольная, и до конца мая хватит более 25 тысяч ребят по всей Абхазии. Об этом еще в начале февраля договорился Бадра Гунба с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Для осмотра детей в республику приезжают и узкие специалисты. Назначение сделали. Мы довольны. Спасибо вам. Нам нужны такие врачи. Хотелось бы, чтобы почаще приезжали, так как много детей с иммунодефицитом. Возобновлено и строительство детской республиканской больницы, в которой крайне нуждается республика. В ближайшее время, благодаря тесному взаимодействию министерств и взрослое население Абхазии, имеющее российские паспорта и полисы ОМС, сможет в полной мере воспользоваться бесплатной медициной на территории России. Новому маршруту Сириус-Сухум. Чуть больше 3 часов пути, остановки в самых знаковых туристических местах. Цена билета всего-то 380, и дешевле такси. А виды какие! На протяжении всего пути великолепные морские пейзажи и хребты Кавказа. Отдохнуть, и какое же было удивление. Мы были просто в шоке. И теперь как будет легко добираться. Аплодисменты. Спасибо. Это очень круто. Это разгрузка для туристического потока, безусловно. Во-первых, это комфорт. Тебе не нужно выходить, переходить границу, проходить эти очники, проверяют паспорт. Очень удобные остановочки. Регулярное движение планируют запустить с 1 мая к старту туристического сезона. А во многих школах Абхазии теперь будут заниматься с помощью высокотехнологичных интерактивных досок. В рамках договоренности между министерствами просвещения Россия подарила больше 100 таких устройств. А школьники и студенты республики теперь участвуют в российских конкурсах по всем направлениям, в том числе спорт, образование, наука, культура и путешествия. Это такие проекты, как «Движение первых», «Россия – страна возможностей», «Российское общество знания», форумы «Машук» и «Таврида». Для тех, у кого школа уже позади, продолжается прием заявок на команду Абхазии. Все эти позитивные нововведения стали возможны благодаря конструктивному диалогу нашей страны с ныне избранным президентом республики Бадрой Гунбой, который был нацелен развивать стратегическое партнерство с Россией. Инаугурация победителя президентских выборов должна состояться в течение следующих 30 дней после объявления результатов голосования. Алена Евтюкова.